Проблемой хронических запоров страдает сегодня около 30-50% мирового населения. Проктологи обеспокоены. Цифровой мир и сидячий образ жизни ежедневно штампуют потенциальных пациентов, в том числе и в Казахстане, где каждый второй случай обращений поздний с осложнениями. Поэтому все, что появляется нового в лечении проблем этой деликатной области в мировой медицине, берется на вооружение в нашей стране в больнице медицинского центра «Управделами». Мы владеем огромным спектром проктологических хирургических вмешательств и на выпадение анального канала в виде циркулярного пролапса слизистой анального канала и прямой кишки. Это передне-задняя сагитальная резекция с перемещением кожного лоскута. Геморроидэктомии мы лечим и традиционно, и подслизистой. Есть такая новая методика Халрар. Лечение свищей всех типов сложности с перемещением кожно-слизистого лоскута. Есть новая методика лифт. И одним из самых современных способов лечения нашей патологии, геморроидальной болезни, которая встречается чаще всего, является операция Халрар. Это английская аббревиатура. В основе этой методики лежит перевязка и прошивание геморроидальных узлов особым способом. Впервые эту методику внедрили в Японии, далее развили и продвинули эту методику в Австрии. А теперь эта методика шагает по всему миру и нашла применение и в нашей республике. Эта методика получила законное признание у наших пациентов в связи с тем, что она является менее инвазивной и малотравматичной. Нравится пациентам то, что ни один узел не удаляется, не отрезается. То есть в этой операции отсутствуют разрезы. Все манипуляции выполняются при помощи специального аппарата, и узлы затягиваются, прошиваются таким образом, что больше они никогда уже не будут расти. Они рудиментируются, сжимаются и таким образом исчезают. Геморрой, как таковой, полностью ликвидируется. Кроме того, в этой методике есть важные преимущества, что пациенты практически не теряют работоспособность. Срок нетрудоспособности не более 3-5 суток. Через неделю после операции пациенты могут свободно приступать к своей работе и полноценно выполнять свои трудовые обязанности. Еще один бич современного общества – хронические запоры. Они приводят к серьезным проблемам, к выпадению анального канала, слизистой прямой кишки, пролапсам гениталий, решать которые приходится уже хирургически. То, что в Израиле, Германии, Корее собирает как сложные случаи консилиумы врачей, в Казахстане считается обычным запущенным случаем. В особой группе риска – беременные женщины. В Казахстане нормальный плод у нас от 3,5 до 6 килограмм. У нас рождаются богатыри, это хорошо. Но, с другой стороны, это огромная травма для мышечного каркаса, для тазового дна именно у женщин. И женщины, в силу того, что они стесняются об этом говорить, они страдают комбинаторными симптомокомплексом проблем, который называется дисэнергия мышц тазового дна, который заключается в проблемах и урологического спектра, и гинекологического спектра в виде пролапса гениталий, нейрохирургический момент. И самое главное – это проблема обструктивной дефекации, то есть хронический запор, который поражает большое количество женщин. Я думаю, что в данной ситуации женщины не должны стесняться. Я обращаюсь именно к женщинам. Почему? Потому что они не должны стесняться. Надо забыть о том, что есть такое понятие, как стыд, есть такое понятие, как моменты неудобства. Нет. Здоровье – это самое главное для вас. Вы должны обращаться к проктологу, гинекологу. Чаще всего самая главная проблема – это синдром обструктивной дефекации, это запоры. Поэтому, в принципе, женщины приходят к проктологу. Не стесняйтесь, приходите.